Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Вы его глазами. О чем он вам не говорит и никогда не скажет. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, на себя обязательно загадайте. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, какой честный мужчина. Прям тут целую историю нарисовал. Ну, давайте пойдем по порядку. Вы в его жизни проходите как роковая женщина. Таких женщин раньше он никогда не встречал. Он раньше даже представить не мог, что бывают такие женщины, как вы. Вы его поразили в самое сердце, взорвали ему мозг. Я вам скажу честно, когда вы только с ним познакомились, либо в первый раз он вас увидел, он не обратил на вас особого внимания. Либо, знаете как, посмотрел, говорит, о, симпатичная женщина, да, симпатичная девушка. Как-то мимо немножечко себя пропустил. А вот когда вы встретились во второй раз, знаете, как там в этих фильмах, там, мультиках показывают, да, стрела Купидона поразила его самое сердце. Настолько вы ему показались фантастическая, неземная, какая-то прямо в ореоле, в каком-то сиянии. Он не мог оторвать от вас взгляда. Просто не мог. Вот прям, знаете, приклеился глазами к вам, вот стоял, лупал своими этими глазами, да, и не мог даже пошевелиться. Просто как какой-то гром среди ясного неба, да, вот прям поразил его в самое сердце. Он так этому удивился, он так долго думал о вас, вспоминал, да, вот до сих пор вот этот образ, ваш образ, он хранит у себя в памяти. Вот как прозрел, да, Боже, какая женщина, Господи, какая же красивая, какая же она необычная, какая же она неземная. Поразили, впечатлили и поразили, да, прям наповал, хочется сказать. Он вам об этом не говорит, он не может ни слов подобрать, сам себе не может объяснить, да, что это было, как это произошло, что за наваждение, да, на него тут налетело. Знаете, иногда думает, что вы какая-то волшебница, немножечко такая слегка колдунья, да, вот как вы его тогда, прям за живое, в сердце, прям в самое сердце ему попали. Да, только вас он видел. Знаете, как с замиранием сердца следил за вами. Так, девочки, еще по поводу вас. Ему у вас нравится все, абсолютно все. Лицо, фигура, не знаю, там, волосы, ваш голос, ваше, не знаю, там, движение, повадки. Вот все нравится. Он вас, если честно, девочки, очень идеализирует. Нет, я не хочу сказать, что вы не идеальны, конечно, каждая из нас идеальна, но вот вы для него, прям особенно, особо особенная, да, VIP-персона. Не было, понимаете, не было опыта, не было таких ощущений, не было таких впечатлений в его жизни ранее. Я же говорю, роковая женщина. Вот есть вы, позади пустота, впереди пустота. Вот одна вы красной ниточкой проходите через всю его жизнь, через всю его судьбу. Если вы смотрите на бывшего мужчину, девчонки, не забыл, не забудет. И сколько бы ему там не было отпущено, да, вот каждый день, каждый Божий день он будет о вас вспоминать. Вспоминает и будет о вас вспоминать. Может быть, у него сейчас другие отношения, там другая женщина рядом с ним. Он смотрит на нее и думает, фу, какая гадость, да, какая гадость. Вот моя
женщина, да, с кем я был, кого я не смог удержать рядом с собой, вот она, да. А вот это такое. Если вы смотрите на мужчину, с кем вы сейчас в отношениях, ну, он просто кайфует. Он кайфует от того, что вы с ним, от того, что вы выбрали его. Да, он может быть спорить с вами. Он может иногда себя вести, ну, не очень красиво. Но, тем не менее, девочки, вы для него самая важная, самая главная, самая красивая женщина в мире. Если вы смотрите на нового мужчину, вот с кем вы только недавно познакомились, ну, сражен и поражен, что тут скажешь? Тут по-другому и не скажешь. Все, вы затмили все и вся, даже если у него какие-то были мечты, там другие планы, намерения, там по делам, по деньгам, там, может быть, по какой-то своей реализации, он только думать может о вас, только лишь о вас. Так, еще вы его глазами. Какая-то мистика, он чувствует какую-то мистику в вас. Какой-то мистицизм, может быть, в вашей встрече, может быть, в том, как вас судьба свела, как вы познакомились, как вы там друг другу на глаза попадаетесь, как вы сошлись, например, как вы поженились, если вы смотрите на мужа. Вот догадывается этот мужчина, есть такое у него подозрение, да, что вы немножечко там шаманите, колдуете, ворожите, есть такое. У кого-то мужчина даже спрашивал, у кому-то мужчина даже в шутку говорил. Знаете, вот в каждой шутке есть доля правды, он об этом думает. У кого-то даже отыграется, что мужчина обращался к эзотерикам для того, чтобы выяснить, а не приворот ли это, что это за наваждение, что вот я только ее вижу, вот только ее вижу, никого больше не вижу. И желание, девочки, желание, вот самое вот сильное, это сексуальное желание у него только лишь к вам. Другие женщины, ну, нет, все, не хочу и все. У кого-то даже отыграется, что мужчина, ну, такой был, знаете, тайный эротоман, любил там, может быть, фильмы для взрослых, любил там с женщинами, с другими общаться, там, ну, удовольствия эти свои любил. А сейчас как отрезала, вот только с вами хочется, только вас ему хочется. Вот вы допадай, вот только ее. Вот с ней, да, с другой не хочу. Даже вот эти фильмы, если раньше они на него как-то там влияли, возбуждали, то теперь такой смотрят, фу, говорит, хочу вот ее, только ее хочу. Так, еще какая вы в его глазах? Вы в его глазах очень умная, глубокая. У кого-то прям отыграется, что авторитет, вы для него авторитет. Вы возрастом, может быть, младше его, но вы для него авторитет. Он может делать вид, что он вас не слушает, не слышит, но на самом деле, поверьте, каждое ваше слово он просто мотает себе на ус. Он это делает. Да, вот кто-то в семье, в паре, да, вы его там обучаете, вы ему говорите, наставляете, иди туда, сделай так, скажи так. Он говорит, да, я сам знаю, разберусь. А сам идет и делает так же, как и вы сказали. У него получается, он довольный, вас вспоминает, благодарит. Кому-то, кстати, о вас рассказывает, говорит, у меня такая умная женщина, просто гениальная. Вот она все знает, да, она все умеет, она самые лучшие советы дает. Вот прям кому-то хвастается. А тут человек его слушает, думает, как тебе повезло, да? Как тебе повезло, что ты нашел свою такую идеальную женщину. Девочки, кто смотрит на мужчину, кто сейчас в паре с другой женщиной, есть такие девочки. Я хочу, чтобы вы знали, что мужчину вы этого довели уже до такой степени, что он готов на все. Он готов бросить все, отказаться от всего, вас схватить в охапку и бежать просто вот куда глаза глядят, лишь бы с вами. Мужчина, кстати, очень материальный. Раньше он всегда думал там, за деньги, за имущество, там, копил, там, не знаю, что-то покупал, приобретал. Ну, не желая с этим расставаться в будущем. А теперь он говорит, мне ничего не надо, мне только она нужна. Вот я теперь понял, что вот это все материальное, оно пустое. Вот если ее рядом нет, оно мне не нужно. Я не хочу его, не получаю от этого удовольствия. Я получаю лишь удовольствие, ощущая себя счастливым с моей любимой женщиной. У него к вам такая любовь, которая его накрывает просто с головой. Любовь, которая его делает немножко другим человеком. Вот, теряет контроль над собой. Знаете, вот есть такие моменты, когда он готов на все, там, ради вашей улыбки, ради вашего, не знаю, прикосновения.
С одной стороны, это очень приятно для него, а с другой стороны, он боится этого. Он боится того, что он, ну, как личность просто теряется и исчезает. Он не привык, чтобы им кто-то управлял, либо чтобы кто-то на него влиял. А вы такое колоссальное влияние на него оказываете, что ему прямо действительно страшно становится. У кого-то отыграется, что мужчина, ну, например, не делает серьезных шагов, либо мужчина всегда держит дистанцию. Даже, может быть, вы в браке уже с этим человеком, все равно какую-то дистанцию держит, как не пускает вас в свой внутренний мир. Это вот все это ощущение, страх. Страх того, что все, я пропаду, я забудусь, это уже буду не я стану ее там этим ручным котиком, подкаблучником и все прочее. Да, он этого боится на самом деле. Ну, не любил, девочки, он до вас никого по-настоящему не любил. Да, была влюбленность, да, были какие-то отношения, но так, что прям любить по-настоящему, вот как сейчас у него это все происходит, такого не было. И это чувство любви его очень сильно пугает. Кому-то мужчина говорил о своей любви, но говорил как-то, ну так, может быть, намеками, завуалированно, либо просто сказал: я тебя люблю, и все. Вот всю вот эту красоту своих чувств он вам не передавал. Знаете, он как даже сам себе и боится в этом признаться. Боится вот до конца быть с собой честным, признаться, что вот она моя женщина, и она, и только она, и все, да, и другой мне не надо. У этого мужчины, кстати, есть какая-то тайна от вас, тайна, секрет из его прошлого, какой-то поступок, какое-то действие. Где-то он, может быть, оступился, может быть, как-то некрасиво, некорректно поступил. Он очень этого стыдится. Раньше он об этом не задумывался. Знаете, как наплевать было. А вот когда с вами в отношениях, вот он боится, что вы узнаете. Боится, что вы узнаете, что вы от него отвернетесь, что вы в нем разочаруетесь, что вы его куда-нибудь там подальше пошлете, скажете: фу, мне такой не нужен. Очень боится. Боится, прям, знаете, до дрожи. Скулы прям сводит, вот так боится. Это, кстати, очень уязвимое его место, особенно если вы не в отношениях, да, может быть, там в интернете общаетесь, либо только начали общаться, познакомились. Боится, что кто-то вам скажет, и вы от него откажетесь. Вот, представляете? Какой-то грешок прошлого у него есть. Это не смертельно, это не критично, но вот для него это прям страх всей его жизни сейчас. Так, чего он вам никогда не скажет? Он вам не скажет, что благодаря вам, либо из-за вас жизнь его очень сильно поменялась. Поменялась в лучшую сторону. Как будто бы солнце стало ярче и теплее для него. У него многие дела сдвинулись с мертвой точки. Какие-то улучшения в его жизни проходят. Опять же, кто в паре, кто в браке, мужчина уже четкую параллель провел. Когда у вас все хорошо с ним, когда вы не ругаетесь, когда он делает вам приятно, у него хорошие события происходят, да, ему удача улыбается, у него дела ладятся, да, вот люди ему хорошие встречаются, помогают ему. Если он вас обижает, то его очень жестко наказывают, да, какие-то серьезные неприятности у него происходят. И он уже, знаете, как боится лишнего сказать, либо лишнее какое-то действие совершить. Думает: вот сейчас я ее обижу, и опять мне прилетит, и больно меня ударит. Да, так оно и есть. Так, еще. Смотрите, как он видит вас прекрасной райской птичкой. Он иногда на вас смотрит и думает: боже, как же мне повезло. Может, это сон, что такая прекрасная райская птичка залетела в мою жизнь. Хочется вас в клетку посадить. Ой, как хочется, девочки, очень хочется. Если вы только в начале отношений, будьте начеку. Мужчина может спекулировать, да, вот если ты меня любишь, там, если ты хочешь быть со мной, там, одевайся скромнее, там, сиди дома, да, я хочу, чтобы моя жена сидела дома, а не работала. Избегайте этих моментов и не идите на поводу этого мужчины, оставайтесь сама собой. Он полюбил вас такую, какая вы сейчас. Яркая, самобытная, самостоятельная. Такую он вас любит. Да, ему хочется вас приручить, ему хочется вами вот руководить, вот себе забрать, да, прижать к себе и никуда не отпускать. Если у него это получится, девчонки, он начнет терять интерес. Либо, знаете, как вот я победил, да, что еще?
Я уже победил, да, мне не нужно ничего тут делать больше, не надо как-то себя проявлять, она уже моя. Вот я ее закрыл в клеточке, да, и вот она для меня поет. Это прекрасная райская птичка. Избегайте этих моментов. Чем дольше вы будете оставаться вот такая независимая, непокоренная, да, тем больше и больше вы будете возбуждать в нем это желание, интерес, любовь, да, она не затухнет, понимаете, она не будет затухать. Так, еще мудрость он вашу тут показал. Какая вы мудрая женщина. Очень мудрая. Он раньше в женщинах немножко, ну как это мягко сказать, да? Вот он считал, что женщины, они в принципе от природы, да, не умные существа. Вот. Женщине нужен умный мужчина, ну и типа нормально, женщина так проживет. А тут, когда он встретил вас, когда он начал с вами общаться, он просто сошел с ума от того, какая вы умная, от того, какая вы глубокая, начитанная, знающая, умеющая. Вы ему там в некоторых вопросах фору такую даете, и то он не успевает за вами. С одной стороны, это гордость за вас, что такая умная женщина меня выбрала рядом со мной, а с другой стороны, немножко зависть, завидует вам. Завидует, что для вас знание — это не тяжкий труд добывать эти знания, а у вас прям все внутри генерируется, вы легко воспринимаете информацию, вы наделены аналитическим складом ума. Да, вот для вас любую там задачку, квест очень легко, вот прям щелкнула пальцами и решила. А ему нужно сидеть, напрягаться, потеть, страдать, может даже чью-то помощь просить. Вот немножко завидует вам. А у кого-то даже отыграется, что серьезно завидует. Также у меня здесь есть девушки, кто гораздо успешнее, чем мужчина, на которого вы загадали. Да, вы успешнее и по жизни, и в делах, и в карьере. И, конечно, он не может не обращать на это внимания. Он об этом молчит, но завидует. Молча. Завидует молча, девочки. Опять же, если вы с ним вместе в паре, либо сойдетесь в пару, он может вас пытаться тормозить и говорить: ну, будь дома, да, там, рожай детей, там, смотри за детьми, либо не надо тебе работать, я сам там все смогу. Девчонки, не идите на поводу. Занимайтесь своим делом, работайте, занимайтесь, развивайтесь в карьере. Это очень важно. Всегда держите его в таком напряжении. Да? Как только он расслабляется, его вот тык, током ударили, он оп, возбудился и дальше пошел. Этому мужчине это надо. Без этого, без стимула, без такой подзарядки он не может. Не может. Так, еще. Это из серии тайного. Мужчина, он немножко вампир. Вот бывают такие моменты, когда он теряет энергию и брать ее неоткуда, да, либо он не успевает выработать свою. Он может вампирить. Вы сильная личность, вы яркая личность, у вас энергия очень вкусная, такая, знаете, бодрящая, как адреналин, да, чистый адреналин. И он может от вас иногда подпитываться. Кого-то отыграется, что прям подпитывается в последнее время, вы это почувствовали, что подпитывается. Он может специально провоцировать какие-то ситуации. Он может, знаете, у кого-то отыграется, что он вас жалобит, и вы его жалеете, говорите: бедненький, да, мой несчастненький, отдаете свою энергию. У кого-то мужчина-провокатор. Да, он может вас выводить из себя для того, чтобы получить порцию вашей энергетики. Понятно, что он это делает неосознанно, но тем не менее, чтобы вы для себя понимали. То есть как такой слабенький немножко. Вообще он вам тут по многим параметрам проигрывает на самом деле. Он об этом знает, либо, по крайней мере, догадывается. Но вот так оно и есть. Сильная, красивая женщина. Мечта, мечта, желание. Вы для него вообще звезда. Звезда, путеводная звезда. Девочки, ему очень повезло, что он вас встретил. Он это понимает. И знаете, вот у кого-то отыграется, что мужчина был просто на каком-то сломе жизни, когда у него все летело, ну, я не знаю, там, в пропасть, бездонную пропасть. Он падал, он уже ничего не хотел, он уже, как, знаете, обреченный был. И тут он увидел вас и воспрял духом. Знаете, вот прям как чудо произошло, падение прекратилось. Да? Мало того, что он не упал, так он еще начал выкарабкиваться из своей трудной и сложной ситуации. Он вам на самом деле безмерно благодарен. Благодарен за то, что вы есть в его жизни. Кто в паре, кто в браке, тут мужчина, скорее всего, об этом и не говорил, и не скажет. Наоборот, даже как-то все перекручивает. А как он может вам признаться? Как?
Он гордая птица, как он может вам признаться? Вот в голове, в сердце он это понимает, а признаваться он, к сожалению, не хочет. Кто на нового мужчину смотрит, девчонки, ну, у вас все впереди. Главное, не играйте в поддавки с этим человеком. Всегда будьте сама собой, идите по своему пути, а он пусть следует рядом с вами. Не позади, не впереди, а именно рядом, да? Рука об руку. Вот так важно. Если вы свои отношения начнете с такой позиции, поверьте, эти отношения принесут вам много-много радости, много счастья, много любви. Не портите этого мужчину своей добротой, своим, вот, знаете, как у вас нерастраченный материнский инстинкт. То есть вам его жалко, вы думаете, ой, мой бедненький, да, я там тебе помогу, я для тебя сделаю. Этого делать ни в коем случае нельзя. Да? Идите своим путем, пусть он идет рядом. Пусть догоняет, да, если он не может вам соответствовать. Либо пусть сбавит широту, быстроту шагов, да, чтобы идти рядом. Пусть он подстраивается. Вы, пожалуйста, под него никогда не подстраивайтесь. Если вы смотрите на своего любовника, например, несвободного мужчину, то же самое, девочки. Жертвовать ради этого мужчины не надо. Не надо. Не будьте для него легкой добычей. Не надо этого делать. Пусть напрягается, пусть решает вопросы, а потом уже приходит к вам. Вот. Никогда не принижайте и не занижайте свою ценность. Ни в своих глазах, ни в его глазах. Вы роковая. Вы для него роковая. Женщина, которая повлияла и еще повлияет на всю его жизнь, на всю его судьбу. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.